самый интригующий вопрос: а есть ли в замке привидения? Вот я прямо чувствую, как сейчас все затаили дыхание. И на самом деле мне даже как-то обидно ваше недоверие. Говорят, что любой приличный замок должен иметь свое привидение. А Нарвский замок, это, поверьте мне, это приличный замок. Ну, например, могу вам рассказать такую историю, которую работники Нарвского замка уже рассказывают и пересказывают достаточно много лет. Это история об одном охраннике, который уволился после своей первой ночной смены. Ну, то есть, представляете, человек провел в одиночестве в замке целую ночь, а утром его нашли в ужасе, вот, можно сказать. Он стоял в середине круга, начерченного мелом. Уж что ему там привиделось в течение этой ночи, не знаю. История об этом умалчивает. Но больше его, вот этого человека, мы в замке и не видели. Или другая история. Однажды к нашей смотрительнице подошли посетители и спросили: а кто была эта странная дама, что вышла из соседнего зала? Наша смотрительница удивилась и сказала: да нет, что вы, там никого нет. Но люди настаивали, говорят: нет, нет, точно она была здесь, только выглядела немножко странно, и потом исчезла, как будто растворилась в воздухе. Я знаю, что вы сейчас подумали, вы скажете: ну, это привидение, что живет в Хапсаловском замке, все знают эту историю белой дамы. Но откуда я знаю, откуда взялась здесь эта дама? Может быть, Хапсаловская дама пришла к нам в гости? Кто знает. А сколько интересного можно услышать после закрытия музеев, когда посетители уходят и все залы погружаются в темноту. И в этой темноте иногда слышны чьи-то шаги, иногда шорохи, иногда скрип дверей. А однажды был и такой случай, когда вдруг, зайдя в замок, человек услышал грохот. Такой грохот, как будто каменные огромные ядра. Вы представляете себе размер вот этих самых ядер? Эти каменные ядра будто бы катились по каменным ступеням. На самом деле, конечно, ядра остались там, где они и были, на своем месте. Но вот такие истории бывали в нашем замке. И, наверное, кто-то из вас скажет, что все это чушь, и такого быть не может, и мы сами себе все это напридумывали. Может быть и так. Ну и пусть. Пускай это будет такая наша сказка. Сказка Нарвского замка.